Здравствуйте! В эфире программа «Кащи Тельбулу» и Августа Уляндина. А у нас сегодня в гостях лауреат всероссийских и международных конкурсов вокалистов Наталья Ильц. Здравствуйте. Здравствуйте, Августа. Наталья, а сегодня я с вами хочу поговорить чисто по-женски, обо всем и все сразу. А для знакомства я хочу немножечко устроить вам такой краткий блиц-опрос. Давайте. Попробуем? Попробуем. Ну, итак, первый вопрос. Вы любите удивлять? Люблю. Очень. По-разному. Рубить с плеча – это про вас? Нет. А кто у вас в доме хозяин? Так, в нашем доме, наверное, я. А настоящий мужчина – это? Это защитник. Любимая песня? Любимая песня, наверное, «Колыбельная мамы». Любимое блюдо? Пельмени. Любите наводить порядок в доме? Да. Как реагируете на критику? Хорошо. Отлично. Браво. И как раз с критики и начнем, пожалуй. Давайте. Можно? Да, конечно. На сцене появилась такая талантливая, красивая, интересная, креативная певица Наталья Ильц. Ее многие зрители узнали именно, когда она спела партию на РСПИ в мюзикле Николая Казакова. И пошло-поехало. Особенно чувашский зритель говорил: какой акцент? По-чувашски петь не умеет. Неужели не могли найти другую певицу? Кто она, откуда и кто за ней стоит? Правда? Да, было. Ну, честно говоря, я слышала много мнений, много критики в свой адрес. Где-то я слышала хорошее, где-то я слышала плохое. Но для себя я решила, что невозможно понравиться всем. Надо всегда искать свою публику, те, которые меня полюбят, тем, кому я понравлюсь. Поэтому, если критикуют, если о тебе говорят, значит, кому-то это нужно. Совершенно верно, совершенно правильно. Наталья, скажи, пожалуйста, мы именно с партии на РСПИ начали, да, ведь все-таки, не зная чувашского языка, сложно было спеть? Ну, так скажем, я была знакома с чувашским языком, но я, наверное, с ним больше не на «ты», а на «вы». То есть в детстве я ездила, конечно же, в деревню к своим бабушкам и дедушкам. Я общалась в кругу деревенских детей, которые разговаривали на чувашском языке. То есть разговорная речь всегда присутствовала в моей жизни. Но я никогда не обладала именно, то есть не могла разговаривать красиво, певуче, слаженно на чувашском языке. Сейчас, конечно, я об этом сожалею, потому что, прожив 30 лет, да, основную такую свою жизнь в Чувашской республике, мне, конечно, очень, наверное, печально осознавать это, что я не обладаю красивой поставленной чувашской речью, но могу и похвастаться. После мюзикла на РСПИ, так как была уделена очень большая часть времени, почти целый год шла подготовка, я занималась и с филологами, и спасибо огромное Валентине Геннадьевне Салиховой и Николаю Ниловичу Казакову. Они со мной настолько тесно со мной работали, ставили мне язык чувашский, поэтому сейчас я могу с гордостью сказать, что я понимаю, о чем говорят. Может быть, не могу выразить свою речь так быстро. Для меня все-таки чувашский язык, наверное, как английский. Да? Но я уже хорошо понимаю и могу слаженно говорить.
Ну, Наталья, а если взять таких вокалистов, ну, вокалисты не должны не только на чувашском, на русском, да, Да. ведь мы же должны на разных языках петь. И я поэтому думаю, когда у человека есть слух, в языке никакой проблемы не должно быть. Да, но я специально учила, помимо, получается, чувашского языка, специально учила английский язык, изучала французский язык, потому что мне было интересно все-таки, когда ты поешь, надо уметь правильно говорить, читать, да, произношение. И сейчас для меня следующее – это испанский, итальянский. Ух ты! И получается, сколько языков мы знаем? Ну, получается 5. Но это для певиц, конечно же, потрясающе. И ты, конечно, на всех языках поешь. Да, на всех. Наталья, а вы какую музыку исполняете? Сейчас, наверное, исполняю популярную музыку, скажем так. Но есть небольшой такой нюанс. Популярную музыку все-таки я привношу все-таки джаз. Джаз есть коммерческий, некоммерческий, поэтому некоммерческий джаз, он рассчитан на более широкую массу, и поэтому я так аккуратно, мелкими шажочками, где-то, может быть, кому-то это не очень нравится, но пытаюсь как-то... А кто слушает у нас в республике именно джаз? Ну, скажем, некоммерческий. На самом деле публики очень много. И Очень много. Очень много, да. Очень много людей, которые ждут определенные концерты, определенные выступления, ждут сольных концертов. Они, наверное, голодают, можно так сказать, Я испытывают полагаю, небольшой да. голод. Да, Я по полагаю, не хорошей музыке. скучают. Наталья, вы заканчивали музыкальное училище, отделение эстрадно-джазовое? Нет, мое первое образование вообще, оно классическое. То есть я получила свое первое образование в рамках дирижерско-хорового отделения. То есть по первому образованию я дирижер, хоровик. И на эстрадном отделении, проучившись 4 года, меня никогда не воспринимали эстрадно-джазовой студенткой. То есть меня всегда говорили: ты дирижерка, ты дирижерка. Я понимаю. Да, ну, в принципе, сейчас я горжусь этим, потому что, честно говоря, дирижерско-хоровое отделение мне дало большой толчок и большой, наверное, как так сказать, вот этот вот сундук, багаж, с которым я, наверное, и на протяжении уже вот всей своей карьеры вот его несу. Наталья, я полагаю, классическое образование, именно классическая база дает возможности, на самом деле, в разных направлениях уже себя искать. А база-то уже есть. Конечно, И конечно. я полагаю, наверное, все этапы музыкального образования вы прошли. Музыкальная школа наверняка также была. Музыкальная школа, да. Я проучилась 7 лет по классу фортепиано. Ух ты! Потом я собиралась поступать, раскрою секрет, я собиралась поступать не на дирижерско-хоровое отделение, а на фортепианное. Музыкант? Не только певица, а уже музыкант? Да, но пришла в стену училища, посмотрела, как все это происходит, и поняла, что нет, наверное, пианисткой я все-таки не хочу быть. Проучившись 8 класс в музыкальной школе, я готовилась уже в поступлении именно в училище на дирижерско-хоровое отделение. Меня готовил Мочелов. Ну, я полагаю, тогда еще на этом этапе вы еще не думали, что вы будете именно певицей и артисткой. Все-таки певица – это же артистка. Нет, прежде я, всего. скорее всего, наверное, это уже себе знала уже в 3 года, когда я делала детские концерты. У нас была интересная комната построена. То есть я открывала дверь, говорила: выступает народная артистка. Выходила за дверь, выходила и заново начинала читать, петь, танцевать. То есть у меня это было, наверное, Как с у детства. всех маленьких девочек. Да, мечта, Да? она Мечта вот реализовалась. принцессы, Да, она королевы, реализовалась. народной артистки. Наталья, а кроме джаза, что еще поете? Ой, я очень люблю петь романсы. На самом деле у меня есть целая программа «Старинные русские романсы», которую я вывожу за пределы заграницы. То есть вообще нашей России. Ух ты, это просто здорово. Но чтобы романсы исполнить, это же тоже нужно до этого уровня вырасти, настолько тонко прочувствовать. И какой слушатель? Вы знаете, очень много на самом деле мигрантов. Вот моя публика за границей – это мигранты, выходцы из бывшей России, Советского Союза. Вот последнее большое мероприятие, на котором мне удостоилась честь быть, это был бывший вечер бывшего геоконсула России в Стамбуле. Проходил прямо в российском консульстве. И, то есть там были именно иммигранты, была вот
та прослойка людей, которых сейчас есть очень много хороших, но вот таких, как они, их уже нету. Там были бабушки, дедушки, кому-то уже под 90, кому-то 80. Ну, то есть такая вот советская, русская аристократия. И наверняка они хотели услышать «Ехали цыгане дорогой длинную, Да. нищая». Да, и А вот- что вы поете? Ой, если перечислять весь список, он очень большой. Но вот главный показатель, когда ко мне подошла довольно-таки пожилая дама и сказала: «Сударыня, как приятно видеть, что вы поете песни нашей молодости. Поет такая милая, очаровательная и молодая певица». То есть, видимо, в их представлении тогда еще исполняли романсы достаточно немолодые. Зрелого возраста. Да, Всегда зрелого. говорили, что молодые пока еще не могут понять, пропустить через себя. Но сейчас нынче молодежь очень талантливая. Да. И, да, кстати, они настолько хорошо, тонко чувствуют. Так, о романсах мы поговорили, о попсе. Ну, попсовая музыка. Ой, к попсе, конечно, я... Какой интерес к попсе? К попсе, ну, наверное, больше, не к русской, а все-таки, опять же, к западной. Да, западная, потому что для меня западная попса – это больше… Если распределить их по ступеням, то, наверное, высшая ступень вот для меня образцовая западная попса, чем наша русская. Но я никогда не исключала в звучании в своем репертуаре именно российских исполнителей. Но я все равно, даже если они есть, я стараюсь их немножко перекладывать, излагать, то есть прочувствовать их так, как я чувствую, в своем видении. Looks like water in your eyes, but it was about 9:15 for us. Sunrise, sunrise, couldn't tell what if it's right. Got an afternoon already, I can't let go. And I say, surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's right in all of my face. Surprise, surprise, never something I could hide, but I see we're better through another day, and I say, to you. Наталья, вот вы говорите, что вы езжаете за границу. Ну, живете вы в Чебоксарах же, здесь, Да, в нашей республике. здесь. Не собираетесь куда-либо навсегда уехать? Нет, я, наверное, патриотка своей родины, потому что я бывала везде много, у меня была возможность вообще остаться в Нью-Йорке. Но, честно сказать, я, наверное, люблю Чувашию. Я люблю свою семью, я люблю свой народ, я люблю свою публику. И мне всегда было жалко, мне всегда хотелось больше сделать для своих, чем для кого-то других. Потому что там мы все равно чужие. Мы никому не нужны там. А здесь ты понимаешь, что ты своя, ты нужна. Пусть, может быть, не для всех, но стараться все-таки быть здесь. Мало того, я заканчиваю строительство своего собственного, наверное, родового гнезда. Ух ты, как круто! Да, поэтому я все-таки буду укореняться здесь, и никуда я не денусь. Поподробней о семье. А вот как относится муж к твоему творчеству? Насколько он помогает и понимает? Это же очень немаловажно. Вообще, если вы знаете, у нас очень интересная семья, да, у нас все те, кто как-то знакомится, они всегда говорят, ну, у вас, говорит, семья по типу голливудской семьи. Ух ты! Муж спортсмен, ты артистка, певица, кто же будет ваш сын? Поэтому, в принципе, он понимает, что если меня лишить сцены, лишить меня того творчества, которым я занимаюсь, он понимает, что это то же самое, что его лишить. То есть обрезать крылья, и ты перестанешь летать.
Наталья, я вот на вас смотрю, вы всегда в потрясающей форме. Красавица, умница. Вот скажи, пожалуйста, какой мужчина выдержит столько красоты и ума? Ой, ну, наверное, по-настоящему сильный, по-настоящему преданный, наверное, верный, умный, это немаловажно. И вот для меня все-таки мужчина – это вот как каменная стена. То есть я должна быть за ним и не бояться ничего. Потрясающе. Наталья, поговорим о костюмах. Давайте. Внешний вид, костюмы, образ сценический. Это, по-моему, даже 90% Да, играет успеха, Да. играет такую большую роль. Ну, я, конечно, немножко так лукавлю, 90%. Конечно же, все должно быть в купе. Голос, костюм, образ, подача, репертуар. Поговорим? Поговорим. Что там у нас происходит? Ой, ну если брать прям вот с самых истоков, и вообще все начиналось с того, что я всегда к костюмам относилась очень щепетильно. И, наверное, вот это мое детство, оно было у меня настолько, так сказать, наверное, счастливым, что мне удосужилась такая честь. В детстве я очень часто бывала сидеть, пропадать, наверное, часами в костюмерном цехе. Так вот эти воспоминания, когда ты могла на себя примерить там десятки тысяч образов, костюмов на себя, вот это вот, наверное, И настолько хорошо повлияло на творчество, на будущее. Да, и поэтому сейчас у меня есть, наверное, не знаю, как это положительная сторона или отрицательная, я стараюсь костюмы подбирать под песню. Либо наоборот, вот появилось платье, костюм, и я сразу начинаю думать, а какая же должна быть песня? Наталья, Или наоборот. а если в сольном концерте 30 песен, и тогда нам куда деваться? Зрителям, вам, ну, нам-то ладно, мы будем любоваться, смотреть, ахать и охать. Ну, наверное, тогда, ну вот был у меня сольный концерт, это было с музыкантами, там, конечно, было все проще. Там было разделено на 2 отделения, было 2 костюма, потому что, ну, это нереально переодеваться, это столько уходит сил. Если бы зритель мог заглянуть за кулисы, что там происходит на самом-то деле, там отдаются буквально секунды, 30-20 секунд на то, чтобы все это быстро снять и быстро заново одеть. Поэтому... И 10 костюмов на сольном концерте – это просто нереально. Это нереально. Я, кстати, всегда говорю, я готова в одном костюме выступить от начала до конца в 2 отделениях, нон-стопом. Да. Это такая энергетика. А когда переодеваешься, много сил уходит. Теряется, да. Я вот это канва, да. вот эта линия. Полностью с вами согласна. Поэтому ты можешь переодеваться тогда, когда у тебя есть различные номера в отдельно взятом концерте. Ну, можно разделить по блокам, да? Да. Но а так, в сольном концерте, я думаю, что нету смысла переодеваться. Ну, российские звезды, когда к нам в республику приезжают, я просто помню, да, у них 2 костюма. Обычно стандарт, да ведь? 2 костюма. 2 костюма, совершенно верно. О костюмах все-таки кто художник-модельер? Или же ты уже сама начинаешь что-то придумывать? Ну, как многие исполнители, они же сами художники в душе. У меня есть персональный стилист, который работает над созданием образов, костюмов, подборкой, выездом. То есть она именно ищет, занимается подборкой тканей, фасонов, то есть цветов, это все я дала просто в руки профессионалов. Это ателье Ольги Савиновой, Екатерина Тонюшкина, вот 2 человека, с которыми я, наверное, Совершенно верно, это потрясающие художники-модельеры. Наталья, а вы не мечтаете стать педагогом? Вот все-таки век певицы, он не совсем долгий. Ну, мои планы, да. В принципе, сейчас я уже веду педагогическую деятельность. Я являюсь уже педагогом высшей квалификационной категории, занимаюсь с маленькими детьми, ну и не только, но как бы дети меня вдохновляют. Дети дают мне какую-то такую непонятную энергию, от которой я понимаю, что мне хочется творить, мне хочется делать, мне хочется жить. Наталья, а говорят, педагогом и исполнителем быть очень сложно. Это очень сложно. А как вам удается? Ну, я прошла такой этап, когда у меня было очень много педагогической загруженности, и сейчас я для себя решила, если я хочу быть хорошим артистом и
не оставлять педагогическую деятельность, я взяла себе самую маленькую нагрузку, взяла себе, набрала детей только самых-самых талантливых, самых-самых, наверное, одаренных, от которых я получаю вот отдачу. Я часть своего времени, самую маленькую часть уделяю педагогической деятельности, а все остальное, конечно же, пока себе. Наталья, огромное спасибо. Была рада нашей встрече. Желаю новых творческих успехов. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо, до свидания. До новых встреч. До свидания. To be